19 июня 2025 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality. И все, только на канале YouTube. В TikTok пока мы забанены. Время 16 часов 15 минут по Берлину, 17 часов уже 16 минут по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Все те, кто находится во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, либо фашистской России, не пишите комментарии, не ставьте лайки и не распространяйте ссылку на наш стрим. Для вас это небезопасно. Всем тем, кто находится за пределами фашистской юрисдикции, то, пожалуйста, присоединяйтесь, помогайте, раскручивайте наш сегодняшний стрим, так как фашистская Россия предпринимает все меры, чтобы правда не доходила до тех людей, до которых мы хотим ее донести. Смотреть, кстати говоря, всем безопасно. Смотреть безопасно. Далее, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1080 боевиков российских. Уничтожено 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, 64 БПЛА, 108 автомобильной техники и цистерн и 2 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ. Баванятка, вітаю вас. Живе Беларусь. Я вас вітаю. Так, далее. По расписанию. Сегодняшний свой стрим я назвал «Режим Аятол падет, нефть рухнет. Катастрофа для РФ, победа Израиля и Запада». Давайте об этом и многом другом поговорим. Валейкум, Америка Фри, Машвойль. Также сегодня новый театр боевых действий – это Ближний Восток, Иран и Израиль. Давайте об этом поговорим, потому что очень много информации проходит, разное всякое, и хотелось бы разобраться самому и попробовать вместе с вами разобраться в этом вопросе. Но перед этим от Deutsche Welle на русском языке. Канада ввела санкции против Анатолия Чубайса и бывшей жены Владимира Путина Людмилы Очеретной. Всего новые ограничения ввели против 77 физических и 39 юридических лиц, а также 201 судна Теневого флота России. Среди прочих в списке оказалась дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее супруг, экс-руководитель администрации президента Валентин Юмашев, родственники президента Михаил Путин, Михаил Шеломов, ряд крупных бизнесменов, включая Владимира Евтушенкова, Владимира Лисина, Александра Мамута, а также живущих в РФ экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсель. И бывший директор компании Nord Stream и Nord Stream 2 немец Матиас Варник. Канада стала первой страной G7, которая ввела санкции против Чубайса. После начала войны в Украине он покинул Россию и переехал в Израиль. Путин, комментируя его отъезд, назвал своего бывшего коллегу Моше Израиловичем. Одна из руководителей ФБК отметила, что Оттава первой ввела ограничения против всех 50 лиц из списка 50 главных коррупционеров и разжигателей войны, составленного фондом ФБК, имеется в виду. Ну, с чем я поздравляю Канаду, поздравляю нас всех. Анатолий Чубайс, мега-вор, мега-преступник, пособник геноцида чеченского народа. Этот человек... Его известна фраза, которая везде в интернете распространяется, о том, что
в Чечне российская армия возрождается. То есть, совершая геноцид, Анатолий Борисович думал, что она возрождается. Только непонятно, зачем он в Израиль уехал. Наверное, это агент Путина, чтобы там раскачать ситуацию, понимая, что война между Ираном и Израилем приближается. Видимо, и поэтому он его упомянул, Путин, и поэтому его заслал туда. Я не верю ни одному российскому, ни одному я не могу сказать, многим российским евреям, которые работали на Путина, что они остались верны Израилю или не работают на КГБ. Вот поэтому веры им нет. А это преступник. Анатолий Чубайс это преступник, который заслужил. И у России к нему есть, у российского народа есть к нему претензии. И у нас, у чеченцев, есть к нему претензии. Я надеюсь, этот преступник будет вместе с Путиным сидеть на скамье подсудимых. Также здесь такое видео прошло на канале ЧГТРК, там, или как он их там называется, где собрались все боевики, все вот эти российские бандиты. И там выступает некий командующий Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников СВО. Некий Магомед Даудов, он же Тимур Даудов, он же, там разные у него есть клички, имена и так далее. Человек, которого, как Рамзан Кадыров представлял, был бойцом, Кадыров чуть-чуть соврал, наверное, был бойцом у Шамиля Басаева под командованием. У Шамиля Басаева было много бойцов. Это был один из них. Но это человек, который, как утверждают некоторые лица, является человеком Патрушева. То есть креатива ФСБ. Кадыровым управлял Путин, контролировал его, куратором непосредственно был. А Магомед Даудов является марионеткой именно непосредственно Патрушева. То есть ФСБ. Хотя я ошибочно раньше считал, что это он к военным относится, но как и Апти Алаудинов, но и Апти Алаудинов и Магомед Даудов все относятся к ФСБ. Хотя Магомед Апти Алаудинов является еще и генералом военнослужащим, военным, короче говоря, генералом российским. Как-то так, друзья. И дело в том, что вот на этом выступлении, к сожалению, я вам показать не могу, на этом выступлении нету Рамзана Кадырова. Ровно год назад, 27 мая, я выпустил стрим очередной и потом еще вырезал кусок, выложил это, где прямо говорил, что Магомед Даудов это первое лицо. Его отца зовут Ахмед Хадж, нет, Ахмед Хаджи, по-моему, как-то его зовут, если я не ошибаюсь. И теперь нужно говорить не Ахмад Сила, а Ахмед Хадж Сила. Им нужно всем будет сейчас говорить. Будут переучиваться. Для них, я думаю, это будет проблемно. Но все равно, я думаю, справятся. И Магомед Даудов был поднят до уровня премьер-министра, да, если не ошибаюсь. И уравнен в должности, фейковой должности, которую наградил Россия Ахмеда Закаева и Магомеда Даудова. И теперь вот эти два деятеля должны подружиться. По логике, по сценарию, который развивается, они должны подружиться. Обещаниями и разными абсолютно неподтвержденными заявлениями о том, что народ чеченский поддерживает, что Ахмеда Закаева, что Магомеда Даудова. Этим они, конечно, усиленно и не скупясь распространяют эту информацию. Но мы видели, как Ахмеда Закаева поддержали в Украине. Мы видели, как он говорил, в Европе проживает 300 тысяч человек. Все они готовы стать под ружье там, и так далее, и так далее. Таким вот образом он просто затыкал недовольных украинцев и свою агентуру, которая его курировала и туда привела. Вот с ними вместе они там действовали. Вот они уже сколько действуют. Никаких 300 тысяч, никаких тысяч, никаких сотен мы так и не увидели. Потому что под командование ни Магомеда Даудова, ни под командование Ахмеда Закаева нормальный чеченец не пойдет. Потому что все прекрасно, молодой какой-нибудь, которого обманут, который не в курсе всех этих деталей, может и пойдет. Но когда человек уходит на войну,
он обязательно с кем-то согласовывает это. Обязательно это должен быть. Да, бывает, конечно, такие одиночки, которые попадают на эту войну, но в основном через родственников, знакомых, братьев, там, друзей, вот так попадают на войну. И все прекрасно знают, кто такой Ахмед Закаев и почему за ним никто не пойдет. Сейчас продолжается та же работа этих деятелей, пытаются представить какое-то правительство. Я еще раз говорю от своего имени, я председатель правозащитной ассоциации, не имею никакого отношения к власти, никакого претензии на власть, никаких амбиций политических не имею. И борьба моя ведется только лишь за права чеченского народа, в целом человека и, конечно же, самого ущемленного в этом мире народа, это чеченского народа. Поэтому пытаться представить, что здесь какие-то политические оппоненты друг с другом, например, наш президиум правительства и какой-нибудь там Закаев или Сараляпов, это абсолютно наглая инсинуация, это ложь. От первой буквы до последней. Нам пытаются, вместо того, чтобы опровергнуть легитимность нашего президиума, если таковая имеется, пытаются создать симулякры, на фоне которых единственное легитимное, законное, честное, принципиальное, не сворачивающее никогда с пути независимости и свободы чеченского народа, так как чеченский народ принял эту декларацию о суверенитете в 90-м еще году и волю чеченского, продолжателей воли чеченского народа. Это я обнаружил только лишь президиум правительства в лице Аяда Идигова, Аллы Дудаевой и других лиц, которые входят в этот президиум. Все остальные являются либо симулякрами, например, там искусственно сейчас вброс идет, что Сараляпов представляет какое-то правительство. Причем об этом говорят люди, которые присягнули на верность Евгению Пригожину. То есть люди, которые к чеченскому народу не имеют никакого отношения. И все равно пытаются говорить о Сараляпове. Сараляпова я не нашел вообще. Когда я сюда приехал, искал людей, кому я могу примкнуть, кому я могу оказать поддержку, чтобы решение по геноциду чеченского народа можно только осуществить при помощи нашего правительства. В первую очередь, это правительство должно быть независимым и не предательским. То есть, если они предатели этих национальностей, всех национальностей, у нас обрыв связи, всех национальностей и всех вероисповеданий граждан Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому я искал людей, кто является представителем власти, и контакта с Сараляповым, Джалауди я не нашел вообще. Просто не было контакта, нет этого человека. Значит, нет никакого правительства, нет никакой деятельности, ничего нет. Зато агент ФСБ Тумсо Абдурахманов нашел его и сфотографировался даже. Не просто поговорил с ним по телефону, он даже рядом с ним сел и сфотографировался. Что говорит о многом, что агент ФСБ находит человека, а простой независимый, абсолютно независимый чеченец не может его найти. Ну, Ахмед Закаев – это известная фигура, которая усиленно раскручивалась. И за несколько месяцев, за 6 августа 2021 году, представитель Ахмеда Закаева вербовал меня на работу российских спецслужб. Ровно до этого времени я поддерживал, я считал, что там какая-то работа ведется, там в ООН, в Гааге, там мы перед судом какую-то акцию проводили, и казалось, что какая-то работа ведется. Я, как они сами, эти агенты российских спецслужб, проводники кремлевской идеи называли меня, я оказался наивен. Я верил просто тому, что вот эти люди вот так умеют хорошо играть роль. Они умеют играть роль, я вам признаюсь. Ну, может быть, потому что я наивен, я поэтому поверил, что они играют роль. Но с тех пор утекло уже порядка уже 4 лет. И я уже не настолько наивен, как им бы хотелось. Поэтому сейчас вот такая вот ситуация разворачивается. Магомед Даудов, новый фаворит ФСБ. И теперь
наверное, заручившись какой-то видимой, фиктивной поддержки на Западе, некоторые на Западе им пособствуют. Я уверен, что без коррупционной составляющей это не обошлось. Это преступники, кто пособствует. Некоторые говорят, да, мы не можем разобраться в чеченском вопросе и так далее. Так вот, если вы не можете разобраться, спросите меня, я вам скажу, где здесь белое, а где здесь черное. Понимаете? А если вы не можете разобраться, это значит, я из-за этих, из-за тех. Или я не за этих и не за тех. Короче, меня это не касается. Таким же успехом, например, я могу сказать и, например, про сегодняшнюю ситуацию в Украине. Например. Я не могу разобраться, они все там заодно и так далее. Или ситуация с Израилем и Ираном. Тоже можно сказать. Но я так не скажу, потому что я ответственный человек и отношусь к этому очень-очень серьезно. Давайте об этом и многом другом поговорим. Так. Сегодняшний свой стрим я назвал «Режим Аятоллы падет, нефть рухнет». Дело в том, я хочу объяснить, что это значит. Дело в том, что если режим Аятоллы, вот это религиозный режим, диктаторский режим под религиозной вывеской, сменится на демократический, цивилизованный режим, и Иран снова вздохнет свободно, то с него снимут все санкции. Если с него снимут все санкции, то из Ирана пойдет нефть. И в Америку пойдет, и на Ближний Восток пойдет, и в Европу в первую очередь пойдет. И благодаря этому российская нефть будет не нужна. И Россия будет, естественно, еще дольше, сильнее, больше удушена. И это очень хорошо. Но давайте, конечно, войны начинаются, я все прекрасно понимаю, войны начинаются из-за нефти, из-за полезных ископаемых там, и так далее, и так далее. Всегда присутствуют деньги, никогда вы не увидите завоевания там, с большими потерями территории, которая не полезна после ее оккупации или ее захвата. И в финансовом, экономическом плане. Ее не будут просто трогать, ее будут просто проходить мимо, она никому не интересна. Поэтому я все понимаю. Но опять же, что движет, чем движет Израиль, который первый напал, да, вот 13 июня, нанес удары по Ирану. Дело в том, что некоторые сравнивают, а почему вот Россия напала на Украину, и вот это считается как бы чем-то таким плохим, а вот если Израиль напал на Иран, то это считается там нормально. Да, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Как и то, что ЛНР и ДНР это как будто Ичкерия, и они сепаратисты. Это тоже наглая ложь была. Потому что нету никакого луганского, донецкого народов, нету никакой Ичкерии в составе Российской Федерации, ну и так далее, и так далее. Но мы сейчас говорим про Иран и про Израиль. Дело в том, что между Ираном и Израилем не было мирного договора, не было дипломатических отношений. Иран и Израиль находятся в военном положении, в военном состоянии. И в любой момент, они и ранее, до этого, помните, несколько, по-моему, месяцев назад наносили удары. И все это время велась война. И основная доктрина, основная идеология Ирана – это запрет на существование еврейского государства, государства Израиль. Это именно то, что говорит Россия Украине, что у вас не должно быть своего независимого государства. Это именно то, что Россия говорит чеченцам, у вас не должно быть своего государства. Вот именно это говорил Иран, что Израиля не должно существовать. И мы видим классическую, вот сейчас по прошествию времени мы можем наблюдать, как по нотам классически происходит победа Запада, скажем так. Победа Запада. Это уничтожение Хамас, уничтожение Хизбаллы, дисквалификация, может быть, на время хуситов йеменских. И теперь Иран.
Иран создает атомную бомбу. Нам говорят, нет, это мирный Иран, это мирный атом, ничего подобного и так далее, и так далее. Это наглая ложь, которая, как всегда, у русских, у ее друзей, у ее вот этих имперских товарищей, у России, у ее имперских товарищей является вот главный козырь, главное оружие – это ложь. Поэтому то, что говорит Иран, можно вообще даже не слушать. Можно просто сказать, а что, для чего делается вот эта ядерная программа на глубине, вот на таких глубин, чтобы защититься от Израиля. Зачем вы это делаете? Откройте все, вы же мирный атом разрабатываете. Запустите всех, вы же никому не угрожаете. Дело в том, что угрожают. Они собираются уничтожить Израиль. Они собираются грозить, как сейчас Россия грозит своим ядерным оружием, грозить Израилю. А Израиль, между прочим, это одно единственное демократическое государство, хотя и с признаками большими религиозной составляющей, но все равно это демократическое государство. Да, евреи, иудеи. Это их религия. И она существует уже несколько тысяч лет. И она будет еще несколько тысяч лет существовать. Наверное, всегда будет она существовать. Как и все религии, которые есть. Ну вот такая ситуация. Мое мнение по этому поводу я выскажу. Дальше давайте задавайте вопросы и давайте общаться на эту тему. Так. Путлер не будет сидеть на скамье подсудимых, потому что его убьют. Возможно, рыцарь, возможно, спрячется, сбежит, а возможно, сядет. Так, валейкум салам, друзья, приветствую. Спасибо, Жень, спасибо. Израиль сила. Вся вот эта ГБшная агентура у меня тут собирается. Чего вы сюда приходите? Вы как эти садомазохисты, короче. Вам нравится оскорблять и получать еще от меня. Зачем вам это нужно? Не понимаю. Ну, троллятина. Не устоит Израиль, и Украина тоже рухнет. Израиль не то, что устоит. И на наших глазах Израиль становится великой просто державой. Мощной державой. И дай Бог им, дай Аллах им в этом сил и удачи. Дай Аллах им победы в этом. Так, я смотрю. Я теперь понимаю, говорит, почему раньше были еврейские погромы. Значит, раньше Израиль имел свою армию, нападал на тех, кто им угрожает, и поэтому были погромы. Да? Может, твоей логики я просто, может, не понял. У них не было армии, они жили по всему миру. Теперь они собрались у себя в стране. И вы зря сделали, что их гоняли по всему миру, что вынудили их собраться в одном месте и создать армию против вас же. Просчитались вы что-то, просчитались эти, как вы там, антисемиты. Так, смотрю я тут. Аслан Момец, уважаемый, можешь пока не банить, если там откровенный какой-то мат, перемат, тогда бань. А так я просто не могу, успеваю прочитать, ты уже банишь их тут.
Израиль ударил по ядерным позициям. Если бы они не были на глубине, сейчас бы там были ядерные пустоши. Ислам Махачев, я тебя уверяю, там будут ядерные пустоты, да, как пустоши, да, как ты пишешь. И удар будет, и все, и капитуляция Ирана будет. Может быть, это произойдет через месяц, может быть, это произойдет через год, но это произойдет. Понимаешь? Там все очень-очень, короче, профессионально подготовлено. Очень. Все так и есть. Ичкерия, как и оккупированные земли Украины, будут освобождены от имперских фашистов России. Совершенно верно, Василий Дедусь. И знаешь, когда я сравнивал, проводил параллель между то, что они утверждают, что там, нападение России на Украину и нападение Израиля на Иран, что это разные вещи. Дело в том, что нападение на Украину происходило под незамолкающую лесть, и мы же братья, вот эту фразу «мы же братья», какое вероломство, какая подлость. А то, что сегодня Иран бьет по больницам и роддомам, вам это ничего не напоминает, украинцы? А мне вот это очень напоминает, что когда били по вашим роддомам украинцы, мы, чеченцы, видели и фиксировали в голове, что по нам ведь точно так же били. По местам скопления людей, по роддомам, по больницам, по школам, по детским садикам. Это в Украине они еще не так сильно бьют. А у нас они просто безнаказанно, просто никакой защиты от них не было. Они вот так разносили у нас все. И сейчас Иран повторяет то же самое. А как бомбит Израиль? Израиль бомбит только военные объекты, только вот эти локации, локаторы, которые мешают их самолетам передвигаться. Вот только по КСИР, по ученому, когда запустили ракету, вот такая дырка в стене, и все, погиб человек. Может быть, супруга у него там была с ним. Все, вот никакого разрушения всего дома, ничего этого нет. Вот как воюют. Но они тоже могут воевать, как Иран. Израиль тоже может. Это и нужно, в принципе, и Ирану, и их власти, чтобы Израиль начал бить по мирным людям. Именно поэтому это не ошибка. Там Иран сказал, что это была ошибочная, там рядом находилась какая-то разведывательная служба Израиля, поэтому били туда, но попали по больнице. Я вам клянусь Господом Богом, Всевышним Аллахом, я абсолютно уверен, что это специально бьется по больницам, по жилым районам, по мирным людям, чтобы Израиль отвечал так же жестко, чтобы вот этот режим, который находится и боится своего народа больше, чем даже Израиля, чтобы этот народ вокруг них сплотился. Они этого хотят. А народ, как мы видим, не сплачивается. Не сплачивается против режима этого. Хотя любой народ абсолютно недовольный своей властью. Это может быть Америка, которая постоянно своего Трампа ругает. Это может быть Израиль, которого своего Натаньяху ругает. Если бить по мирным людям, то они объединяются еще сильнее. Даже недовольные. А в Иране нет. Мы этого не видим. Поэтому Иран останется великий иранский народ, великие персы, исторически занявшие в нашей человеческой истории достойное место в этом мире, останется, а режим вот этих сумасшедших аятол, религиозных вот этих манипуляторов будет свержен. Я на это очень... И чем быстрее, тем лучше. Для иранского народа уникальный шанс вырваться от этого КСИР, вот этих корпуса стражей исламской революции. Какая там ислам? Там исламом не пахнет просто. Это фашизм чистой воды. Нацизм, который они там установили. Религиозный фашизм, который они там установили. И по аналогии похоже на ФСБ. Потому что ФСБ создавала и партию Баас в Ираке, и КСИР
в Иране по своей аналогии, как умеют, по своим методичкам. И сейчас у них уникальный шанс. И вы, россияне, сейчас я к вам обращаюсь, будет ваш режим КГБшный, ФСБшный, будет следующий. И у вас тоже будет шанс, россияне, готовьтесь. Но сперва вопрос будет решен с Ираном. Снимут все санкции, новое правительство будет установлено. И после этого нефть потечет рекой. Просто из Ирана, из Ближнего Востока. И все будет Ичкерия, да, Алмула. А Израилю я призываю, Израиля всех, я вас призываю, признайте наш президиум Чеченской Республики Ичкерия, президиум правительства. И сломайте, наконец-то, хребет вот этим всем врагам Израиля, все, кто постоянно пытаются нас, чеченцев, натравить на вас. У нас с вами никаких вопросов нет. У нас даже с нами границы нету, чтобы о чем-то спорить. И я лично отношусь с большим уважением к еврейскому и народу, и израильскому государству. Ам Израиль Хай. Держитесь, держитесь. Так. Будут ли сажать ботаферму после падения режима как пропагандистов? Отличный вопрос, Дрим 2018. Конечно, будут. Конечно же будут. Все, кто вот этим занимается, все понесут ответственность. Кто-то большую, кто-то меньшую. Руководители 100% должны быть привлечены к уголовной ответственности, потому что занимаются очень страшными вещами. Очень страшными вещами. Так, Аслан Моментс, пожалуйста, вот только вот открытый мат такой, перемат, только его бань. Все остальное пусть сохраняется. Это очень важно, чтобы пусть они там оскорбляют, там антисемитизмом. Сегодня им позволяем там на меня, там на Ичкерию, пусть что угодно говорят. Главное, чтобы мата не было, потому что нас смотрят взрослые, женщины, мат убирают. А все остальное пусть будет. Если они хотят донести свою позицию, пусть донесут ее без мата. И все. Так. К сожалению, я вам сейчас не могу показать видео, где некий Максим Шевченко рассказывает о том, что Израиль такой плохой, он так все плохо делает, там, что вот он там воюет, нападает на Иран, там, наводит порядок в секторе Газа и так далее. Я так послушал, вроде все его там, он себя позиционирует, и некоторые недалекие чеченцы и кавказцы, мусульмане считают, что он какой-то друг. Абсолютно это не так, друзья. Это абсолютно наглая ложь. Он не друг, это враг, это волк в овечьей шкуре. И сейчас, когда он говорит слова, еще как-то он пытается научно это объяснить, там, с доказательствами какими-то приводит, и кажется, что, как он аргументированно вооружает вас аргументами, что вы в интернете сидели, строчили, там что-то говорили. А вы что-то, мне кажется, особенно это чеченцев касается, что-то у вас какие-то друзья и какие-то ваши кумиры, они какие-то с запашком, не кажется вам? Почему так получилось, что вот эти все слова, которые он говорил про сектор Газа, про Иран,
Почему-то он не говорил про чеченский народ, про Чеченскую республику Ичкерия. Где ваше чувство собственного достоинства, чеченцы? Где вы, куда вы смотрите, когда вы слушаете этого человека и распространяете какие-то вещи, которые, может быть, отчасти правда, а важно ведь, чтобы она вся была правда. Достаточно одной ложки дегтя, чтобы бочку с медом испортить. Вот точно так же здесь достаточно 50% лжи, чтобы все, что он говорит, переделывалось. За все это время этот защитник кавказцев, дагестанцев, чеченцев ни разу не говорил и десятой, сотой даже части того, что он говорил в защиту арабов Палестины, арабов сектора Газа. Почему он этого не говорил? А там не было никакого геноцида. Абсолютно. Более 250 тысяч. Его страна. Не Израиль, не Америка, не Германия. Его страна, которой он гордится, которой он с ее руки кормится. Ничего же не производит, кроме контента, правильно? А живет неплохо. Значит, государство его финансирует, поддерживает. И на всех его там, каналах его не запрещают. В отличие от нас, кстати говоря. Почему этот человек не говорил никогда, когда его страна совершала геноцид чеченского народа, не говорил ни слова про чеченцев, которых истребляет это его фашистская страна? Почему он никогда не говорил о том, что мы имеем право на свободу, что мы должны жить свободно? Теперь евреи плохие. Раньше евреи были хорошие. Когда там с Нетаньяху Путин дружил, ну, дружба, конечно, это была такая условная. Но теперь евреи все плохие. Ну, не те, которые живут в России. Это такой тоже реверанс такой хитрый. Это кадыровцы. Все сейчас евреи, раньше можно было сказать, еврей, он, который там живет в России, он, ну, имеет право, как бы, непосредственно там проживать в России, поддерживать Россию, даже в этом случае. Но после 7 октября и сейчас уже 23 года, и уже глубинного вот этого антисемитизма, научно обоснованного советского антисемитизма, который они из глубин достают, просто вываливают это все. Просто смотришь, думаешь, так это же, оказывается, такие чудовища, как вы с ними дружили-то все это время? Как вы с ними вообще, как вы туда лечиться ездили, там детей рожать ездили? Как, это же такие ужасные люди. А что такое случилось? Поменялась пластинка и выпустили Шевченко, который с его женой Геворкянова или Геворгова, как ее, такая же, как и вот эти все антисемиты. Посмотрите, как его, Гейдар Джумаль, просто мерзавец и подонок. Мерзавец и подонок в овечьей шкуре. Волк в овечьей шкуре, как и Шевченко. Дугин. Это все вот это идеологии фашисты, русисты. Особая человеконенавистническая идеология, которую они продвигают. И когда им нужно, то чеченцы враги. Потом им нужно украинцы враги. Потом сирийцы враги, грузины враги. Теперь евреи враги. Хватит поддаваться, друзья, на эту пропаганду их. Не ведитесь, не верьте им, чеченцы. Верьте каналу Реалити и своему президиуму правительства Чеченской Республики Ичкерия. Все. Пойдем дальше. Сунов чего было анонимусу. Отлично, анонимус. Так.
Так, я смотрю здесь. Астан, ты против всего мира сейчас, говорит Кёнинг. Нет, нет. Я против русского мира, ты хочешь сказать, правильно? Вот да, против русского мира, фашистов. Я против фашистов. В всех его проявлениях. Абсолютно всех. Поэтому я говорю на русском языке, мой стрим на русском языке. И, конечно же, я врываюсь к вам своим русским языком и говорю вам правду, которую вам пропаганда там навязывает, вы уже или на работе, или вам пропаганда уже промыла мозги. И вам это, конечно, очень все странно кажется. Но сперва было слово, я еще раз напоминаю. Сперва было слово. Придется вам преодолеть вот этот барьер, побороть себе, послушать, кто захочет, кто не хочет, можете уходить. И я не против мира. Я за мир. И я с миром, с цивилизацией, против русского фашистующего мира. Вот, да, это, вот так будет правильно. Так. Теперь точно все муслимы рванут в Иран. Дадон, это все пропаганда, это обман. Мусульмане не поддерживают Иран. Мусульмане не против Запада, не против Израиля, не против Америки. Это пропаганда, которую вот в этих странах режимы специально пытаются представить мусульман. Таким вот образом. Понимаешь? Никогда в жизни мусульмане не будут поддерживать вот этот режим аятолл. Никогда в жизни, я тебе 100% гарантирую. Да, ГРУшники из России, ГРУшники из откуда-то там с Северной Кореи, из Китая, да, поедут туда помогать, там воевать по долгу службы, просто бандиты поедут деньги зарабатывать, как они в Украину ездят. Но мусульмане, простые мусульмане, которых 1,5 миллиарда или 2 миллиарда на земле, они никогда в жизни, мы все прекрасно знаем. Мы все прекрасно знаем. Некоторые не все досконально знают, но кому нужно, все прекрасно знают. Кто чем занимается, кто является абсолютным беспримесным злом на этой земле. Это ваша Федеральная служба безопасности, ныне бывшая КГБ СССР. Которая и в Израиле, кстати, есть. Русскоязычные евреи там есть. Русскоязычные в России евреи есть. Которые тоже должны понимать, что либо вы за Израиль, за свою страну, либо вы за фашистскую Россию. С соответствующими отсюда, вытекающими отсюда последствиями. Как-то так. А Израиль будут поддерживать? Нет, Израиль тоже особо поддерживать никто не будет, но здесь Израилю нужно, чтобы вы под ногами не мешались. Понимаете, чтобы вы там вот эту всю пропаганду, но это тролли, конечно, в большом количестве. А так, это война между Западом и вот этим тоталитарным режимом. Все демократические государства должны поддержать Запад, Израиль. А так, ну, я думаю, многие, особенно с учетом той пропаганды, которую вы туда навязываете, она тоже очень сбивает. Вот поэтому я веду сегодняшний свой стрим на эту тему. Хотя у меня есть темы и Ичкерии, мне нужно очень многие вещи обсуждать. В Украине большие проблемы. И Израиль нас не признал, в отличие от Украины. Да, и что над нами геноцид совершили. Но правду не сказать я не могу. Правду замолчать, не говорить о ней я не могу. Поэтому я вот сегодня буду об этом говорить. И ровно столько, сколько потребуется, буду об этом говорить. И важно, чтобы Израиль признал Чеченскую республику Ичкерию. Важно, чтобы президиум правительства признал Израиль. Это очень-очень важно. И в политическом смысле, и в человеческом смысле. Великий Израиль, великое государство не может быть великим, если будет видеть такую несправедливость и игнорировать ее. Это камень в огород Израиля. Поехали дальше.
Можно поставить лайк. Почему нельзя? Ставьте лайки, друзья. Те, кто не находится в России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, ставьте лайки. Вы видели, друзья, сейчас резко подъем был просмотров, больше 1000 было. Потом раз они сразу на 500 минус было, потом еще минус. Это сейчас они мешают проведению нашего стрима. Это излюбленная тактика. Таким образом, они запускают своих троллей сюда. Эти тролли несколько секунд смотрят и быстро выходят. И таким вот образом алгоритмы YouTube показывают, что это видео неинтересно для зрителей, и оно задвигается. Не только они запретили наш канал на территории своей фашистской Русни, не только меня объявили ложно иноагентом, экстремистом, хотя абсолютно мирный человек, и только лишь мир. И все равно пытаются наш стрим упал. Это говорит о чем? О том, что мы бьем прямо в точку. В самое сердце бьем. И это очень болезненно вот этому оборотню, этому вурдалаку, этому людоеду из КГБ, с Лубянки. Ему очень больно. Поэтому они нам всячески пытаются мешать. А у меня, кстати говоря, сегодня очень хорошая новость. Я ее говорить вам не буду. Друзьям сказал бы, а что враги не услышали, не скажу. Но это супер новость, это лично меня касается, супер отличная новость. И я очень доволен сегодняшним днем в связи с этой новостью. В том числе. Дог, я русский, говорит, но я обожаю чеченский народ. Мне жаль, что Россия так ужасно обращалась с вашей республикой. Дог, по-английски это собака, а по-чеченски это сердце. У тебя доброе сердце, я тебе скажу, русский. И таких русских немного я встречаю у себя на сцене. Некоторые просто из-за моей этих разных выражений не хотят, может быть. Некоторые просто неудобно, стесняются, может, по какой-то другой причине. Но ты отважился и написал. Огромное тебе спасибо, уважаемые русские. Респект тебе. И из-за таких как ты, русских сердцем, я не потерял уважение и респект к русским. Спасибо тебе. Так. Как смотрите, всех задевает? Вы что так обижаетесь? Я смотрю, здесь только троллятина, орудует. Где вы, мои подписчики? Смотрите, что они тут. Одно только троллятина. Спасибо за лайк, спасибо. Что, скажите мне, появился? Напишите, пожалуйста.
Так, появились мы снова. Смотрите, видите, как им мешает? Скажите мне, у кого миллионники есть, подписчики, задайте им вопрос, сходите к ним на канал, скажите, спросите их, почему ваш канал так не атакуют? Скажите. Спросите их, почему Фейкины, разные Невзоровы, вроде предатели, они там за Россию топили, там воевали за Россию, убивали людей за Россию. А теперь их никто не трогает. Объясните мне, вот, может, я чего-то не понимаю. А вот мой стрим постоянно, мне приходится постоянно что-то делать с моим стримом, потому что вы его атакуете. ТикТок заблокировали, постоянно жалобы сюда пишете. Ну, сколько можно? Сколько можно ждать? Фейгин это ФСБ. Конечно, абсолютно точно. Абсолютно. ФСБ, ГРУ там, короче, одна муть. Москва, готовься, говорит Дадон. Скоро Раптор будет крутить бочки над Кремлем. Слава Украине! Мы этому тормозу весь эфир уничтожим. Пусть бежит и собирает своих подписчиков. Алмаз, ну вы делаете все, что можете, но вы победить правду не можете, понимаете? Невозможно ее победить. Понимаете? Вы физически убить можете, эфир сломать можете, я не знаю, ну, много чего можете. А вот правду победить вы не можете, истину вы не можете победить, понимаешь? Истину. Вы столько делаете, чтобы замолчать то, что я говорю, чтобы это не доходило до людей. И все равно у вас ничего не получается. Представьте себе. И это я еще не был готов к разным вашим вот этим трюкам, которые вы мне выбрасывали. За эти 6 лет вы меня поднатаскали. Теперь я вас уже чувствую за версту. Так. А это Лав Кремль переедет. Да, он в Ростов переедет за Януковичем. Бог за правду, православ. Спасибо, Вольф. Машвоэль. Так, пойдемте дальше. Ну, вот этими флагами, если будете мне засорять все, я вас вынужден буду заблокировать. Так, один есть. Сейчас я второго. Спам тоже не надо делать, друзья. Если не хотите, чтобы я вас блокировал, не спамьте. Поставили российский флаг, я же его не убираю, вот оставьте. Мат запрещен, оскорбления запрещены. А так... Ичкерия Фридом, Позитрон, Машволь. Леонид, как хорошо вы заметили. Да. Весело с вами, конечно. Кадырова наградили за помощь Ирану. Адама. Кто будет тушить горящий Кремль? Я буду керосином его тушить. Пожалуйста, мне грузовик с бочкой керосина
Подготовьте, я подъеду, потушу его быстренько. Надо же спасать Путина. Узкие без мата не понимают. Это точно, Микола. Не понимают и не изъясняются. Ну, поэтому и изъясняются, потому что по-другому не умеют. Но мы здесь воспитанные люди. Третья мировая уже началась. Третья мировая началась сразу после Холодной войны. Понимаешь, третья. Как только русские напали на Ичкерию, с тех пор она уже началась. Мы их немножко попридержали. Мы сделали все, что могли. В наших силах то, что было, мы сделали. Даже немножко больше. Сейчас сдерживает их Украина. И дело теперь за Западом в целом. Посмотрим. Мы сами керосином потушим. Да. Олег, кстати говоря, я понимаю по вашему комментарию, что вы россиянин. Я понимаю, что сейчас вам, россиянам, нужно наматывать на ус, как будет действовать иранский народ, чтобы свергнуть вот этот режим, фашистский режим, который угнетает в первую очередь свой народ и угрожает всему остальному миру. Поэтому учитесь, как это будет происходить. Я думаю, после Ирана будет следующая русня. Хотя не знаю, но надеюсь. А так, в принципе, знаете, чем быстрее Израиль победит Иран, тем будет лучше для всех. Иран имеется в виду вот этот фашистский, теократический режим. Я немец, вот так и льете грязь. В Чечне демократия. Шаберарбайтер. В смысле, что значит демократия? Где вы видели демократию в оккупированном фашистской России территории? Может, в ГДР была демократия, хотя называлась Германская демократическая республика. Может, там была демократия? Вам вместо того, чтобы задавать такие вопросы после геноцида чеченского народа, задавать такие вопросы, вам бы свою историю немножко подучить. И тогда вы сразу поняли бы, есть там демократия или нет. О чем вы говорите? Там режим хуже, чем в Северной Корее. Хуже, чем в Северной Корее. Понимаете? Каждому по топору и бутылке водки. 3 дня и Рашка исчезнет. Эх, если бы так все было просто, Асламбек. А вы считаете, в Америке демократия? А вы ищете, где демократия, или вы просто меня проверяете на знание геополитики? Я не могу понять, в Америке демократия. Спросите шейха Гугла или шейха чат GPT. Вот он вам расскажет, демократия в Америке или нет. А вы скажите мне, а у вас в Германии демократия, вы считаете? И сразу будет понятно, что вы за немец такой интересный. Ответьте мне, у вас в Германии, у нас здесь в Германии демократия или нет?
Вот давай как раз ты мне и ответь. А какая страна для тебя самая лучшая или может примером? Самое лучшее, ну я считаю, что несколько стран объединить, если единую такую концепцию. Социальная жизнь для людей и для детей мне нравится в Норвегии. Правовое государство и соблюдение принципов демократии мне нравится в Германии, например. Мне менталитет немцев именно в правовом смысле он нравится. Что вот они соблюдают вот они считают, что каждый должен, да, на мелочи даже соблюдать. И мне это очень нравится. Я просто, когда жил в Москве, и ездил на машине, нарушал постоянно, ну все нарушали. И я мечтал о том, чтобы оказаться в Европе, в Германии и ездить по правилам. Знаете, я от этого получаю удовольствие просто. Я просто тащусь, кайфую от этого, понимаете, когда не нарушает никто. Когда в 3 часа ночи на маленьком перекрестке, на маленькой дороге стоит немец и ждет зеленого светофора, когда нет ни одной машины, стоит, ждет, пока загорится зеленый свет, это у меня вызывает уважение. Понимаете? Он свою страну уважает, себя, свою страну, окружающих себя людей. В чеченском это гылк. Гылк. Не когда кто-то видит, а когда никто не видит, вот тогда это искренне, внутренне. Также мне нравятся Соединенные Штаты Америки. Мне нравится их свобода. Мне нравится Израиль. Мне их уклад нравится. Как они построили свое государство, мне нравится. И нам многому чему есть у них поучиться. И у нас наши судьбы очень схожи. И, ну, если объединить это все в единое государство, вот тогда получилось бы вот идеальное чеченское государство. А вы что думаете? Напишите в комментариях, как говорят. Напишите в комментариях, какое государство вам больше всего нравится. Вот, смотрите, фашист, называющий себя немцем, рассказывает нам, что чеченцы вели бы себя плохо, если бы их было так же много, как их было бы в России. Представьте, это самый русский фашист, который здесь каким-то образом оказался, и на весь наш народ проецирует русскую пропаганду, русскую ложь. В Германии, только лишь в одной Германии, живет более 50 тысяч чеченцев. В Москве их в самое кровавое время, когда геноцид шел, все из Чечни разъехались, до 100 тысяч доходило. Сейчас, может быть, также где-то 50-60, может, тысяч находится. Ни в Германии, ни во Франции, ни в других странах, где проживают чеченцы, нету ни одной статистической шкалы, которая выделяла бы чеченцев на основе именно их этнической принадлежности и тяги их к какому-нибудь определенному преступлению. Нету таких преступлений. Кто-то наркотиками какие-то определенные этносы занимаются, кто-то кражами занимается, кто-то угонами машин занимается, кто-то разбойными нападениями занимается. А вот чеченцы, которые проживают здесь, вот нету этого. И вот этот фашист, 100% никакой не немец, где-то в России у себя живет, там пишет, сидит, рассказывает нам, что как в России, если бы нас много было бы, вот мы тогда бы себя вели. Я тебе еще раз скажу важную вещь. Ты попробуй ее запомнить. Даже в России нету ни одного преступления, в котором чеченцы в процентном отношении выделяются больше, чем другие. Хотя у других этносов это есть, какие-то направления свои есть. Даже в России нет. Единственное преступление, где ваша фашистская русня обвиняет нас, это борьба за свободу.
Мы просто не рабы, как вы. Вот и вся наша проблема. Мы боремся за нее. Наш менталитет, наша культура заставляет нас бороться. Понимаешь? И ты тут рассказываешь, здесь больше в Германии немцев, чем в других городах России. Ну, может быть, в Москве чуть-чуть побольше. Понимаешь? Вы фашисты, самые настоящие, русисты, будет правильно вас определять. Как вас правильно определил Джохар Дудаев. Русизм, особая человека, ненавистническая форма идеологии. Америка подключится, как думаешь? По мне пора уже. Иркин, наверное, мы независимые люди, и поэтому можем говорить. И, наверное, я не открою секрета, да? А мы независимые люди, поэтому, наверное, я не открою секрета. Я не считаю, что Америка вступит в войну. Это мое личное мнение, у меня нет никакого инсайда, я абсолютно независимый человек. Я считаю, что она уже в этой войне. И она уже не с 13-го все это началось, а к этому шло все очень большая подготовка шла. И великие Соединенные Штаты Америки поставят великую точку над этим фашистским образованием в режиме аятолл. Причем, опять же, иранский народ, это древнейший народ, отличный народ, персы хорошие люди, и у них есть уникальное, вот это делается, чтобы не было спекуляций, я, опять же, независимый человек, я могу критиковать и Соединенные Штаты, и Израиль, и Ичкерию, и Украину, чем я, в принципе, и занимаюсь, когда я считаю нужным. Но нужно признать, что это делается не для иранского народа, не для персов это делается, а для своей безопасности, там, для своих интересов. Но это есть уникальная возможность для иранского народа, для великого персского народа завоевать свободу. Убрать этот фашистский режим, который их просто объедает, сдавливает, не дает развиваться, преследует, репрессирует, убивает. У них есть уникальная возможность. И я желаю им удачи. Вопрос, сколько детей убили с русские и в Чечне, Нохчи? Русские убили 42 тысячи чеченских детей. 42 тысячи. После убийства 42 тысяч детей, только после этого был захват школы в Беслане, который я не одобряю, но я понимаю, почему они это сделали. Америка признает Ичкерию. Да, она просто обязана это сделать, Америка. Америка не будет великой, если она вот эту свою ошибку не исправит, которую она допустила в силу разных, объективных в том числе причин. Но теперь настало время исправить и Соединенным Штатам, и Израилю, и Германии. Всем настало время исправить свою ошибку. Мы не воюем с персами. Вот Эммануэль говорит, не воюем с персами. Совершенно верно.
Америка фактически признала Ичкерию. Да, да, и она признает ее. Ну и чтобы мы не объединились, чтобы мы не были готовы к нашей свободе и независимости, среди нас появляются вот эти симулякры. Огромные деньги выделяются, огромные. И тот, кто это не понимает, он вредит нам. Да, он может быть искренен, да, он может быть готов жизнь свою отдать. Но если ты не понимаешь, что происходит, и даешь себя использовать, то ты вредишь и себе, и общему делу. И вот это нужно запомнить чеченцам, нужно запомнить, навсегда уяснить в своей голове, что это делается не ради нас, вот это все, которое вот столько вот этих симулякров, искусственно созданных каких-то деятелей, которые абсолютно себя дискредитировали уже на протяжении десятилетий. А мы продолжаем верить там красивым сказкам, нам что-то кто-то расскажет, мы верим. Хватит уже. Верьте, вот реалити верьте. Мы здесь не врем, мы здесь говорим правду. Мы здесь говорим только правду и ничего кроме правды. Украина заставит признать Ичкерию в мире. Дмитрий, я думаю, вы абсолютно правы. Я думаю, вы правы. Украина сама признала в 22 году, что Чеченская республика Ичкерия оккупирована и над нами был совершен геноцид. Просто супер просто признание, потому что нас признала до этого Грузия, нас до этого признал турецкий Кипр, нас признал Афганистан, но не было формулировки про геноцид нашего народа. И это очень ценно и важно. Более того, Украина, ведущая сегодня страна, военная держава, без преувеличения, она отправила ООН эти документы с требованием и другим странам ООН признать нашу Ичкерию. Понимаете? Это, конечно, очень дорогого стоит. Безмерная благодарность вам, украинцы, Верховной Раде Украины, которая это сделала. Да, нужно еще вычистить агентуру разных там симулякров, которые от нашего имени чеченского народа там есть. Но я думаю, это уже второй вопрос. Главное, что это сделано. И сейчас, когда вы бьете империю, Российскую империю, которая пытается уничтожать и русских в том числе, которые также сражаются, также гибнут, получают ранения, тяжелые ранения получают. За свободу. Здесь нету вопрос этнической борьбы. Есть русская империя, русский может быть за свободу, сражающийся в рядах Украины. Поэтому этнически неправильно нам делить. И имперцем, русским имперцем, может быть Кадыров, который два слова не может по-русски выразить, сказать. Потому что он политический русский, он имперец, он за империю. Внутренне, может, он даже не понимает, ему бабки дают, он просто выполняет. Но сам факт, он за эту империю, значит, он на этой стороне. А русские, которые с этой стороны Украины, на стороне Украины, вот эти люди такие же герои, такие же, кто бьется за свободу и своей Украины, и всего мира. И победа не за горами, да, скоро будет. Чеченцы, которые кричат «Россия мощь», это настоящие чеченцы. Ну, что вы имеете в виду настоящие? Если же это этнические чеченцы, да, это могут быть этнические чеченцы. Но они за Россию, за империю. Они политически русские. Но и многие, знаете, просто ради денег это делают. Вроде, ну, вся идеология России на деньгах, на коррупции построена. Как-то так.
Так. За моей спиной меня узнают по тональности речи, а не при встрече. Находится флаг Чеченской Республики Ичкерия. Чеченской Республики Ичкерия. Арестович рассказывает, как ВСУшники воевали за Россию против Ичкерии. Но мы без агента российских спецслужб Арестовича это знали. Но я могу сказать, что они все смотрят наши стримы. Все. От Фейкиных, разных других и всех остальных до Арестовичей. Все они наши стримы смотрят, все они слышат. Я это неоднократно говорил. Да, украинские военные воевали. Были такими отпускниками, воевали на стороне фашистской России. И они виновны в том, что сейчас на их земле льется кровь. Они виновны перед нами, но и также виновны и перед самими собой, перед своей страной. Я надеюсь, им придется... Ну, некоторые там агенты, они сейчас изображают из себя украинских патриотов, на самом деле являются агентами России. Мы это в Чечне, у нас в стране проходили. Поэтому... Всем, кто с медальками, всем, кто там якобы воевавшие, там нужно 100 раз перепроверять, кто на самом деле есть кто. А так, да, я слышал этот фрагмент, да, он там это говорил. Ну, мы это знали, мы знаем это. Алейкум, Донанил. Аслан, да, и казахи воевали из Казахстана. Ну, я думаю, да, потому что были пленные, об этом наши говорили, что задержаны там пленные казахи были, граждане Казахстана. Да, были. К большому сожалению, да. А как вы думаете, народ Ирана может воспользоваться ситуацией? Есть какие-то предпосылки? Ну, Баланятка, я предпосылок пока не знаю, потому что ситуацией особо не владею. И могу сказать, что это уникальный шанс для иранского народа воспользоваться вот этой ситуацией и свергнуть этот режим. И этот режим, который сейчас есть, будет свергнут. Вот эта вся атомная их и военная составляющая, атомная вот эта промышленность, она все будет вбита просто в средние века, в камень, в щепки будет разнесена. В этом нет ни малейшего сомнения. Ни малейшего. И Израиль победит 100%. 99, скажем так. Да? 99% Израиль победит. И не будет никаких... Все вот эти ксировцы, как сейчас ФСБшники ищут пятый угол. Сейчас еще пока ФСБшники так активно не ищут, но будут искать. Как сейчас КСИР, этот ихний корпус стражей исламской революции, так называемый. Ищут пятый угол, вот они будут искать этот пятый угол. Это 100%. Здесь вопрос не победит Израиль или нет. Вопрос,
когда победит и с какими жертвами победит Израиль? Вот так стоит вопрос. Ва алейкум салам, Адил Талибов. Это тактика Москвы. Давняя, всех кровью заморать. Афган тому пример. Дмитрий Световец. Да, Дмитрий, я полностью с вами согласен. Абсолютно так. Именно так же они поступали с дагестанцами, которые просто творили зверство у нас, в нашей стране, в нашей республике. И таким вот образом они нас настраивали против. И поэтому я каждый раз говорю дагестанцам, другим народам, которые принимали участие в геноциде, мы против вас ничего не имеем, если вы нас не убивали. Если вы не одевали форму и с автоматом не приходили, у нас к вам вопросов нет. Вы наши соседи, вы наши друзья, союзники, как получится. Но не враги точно. Поэтому, да, это тактика, которые платят деньги, дают звания, возможности, и вот этих убийц посылают, и таким вот образом пытаются заморать всех, да. Это так, это имперская тактика, совершенно верно. То же самое касается сейчас то, что чеченцев выставили вперед, как будто там их огромное количество, против Украины. Еще с 2014 года, если вы помните, кадыровцы, мудыровцы, там, 3-10, вот, пытались таким образом и чеченцев заморать, и украинцев, там, дух украинский сбить попробовать. Но не получилось, не получилось. Благодаря Исе Мунаеву, который приехал туда, объявил батальон Джахара Дудаева, провозгласил нашу ичкерийскую законную власть, и он просто уничтожил вот эту всю вот эту кадыровскую российскую ФСБшную пропаганду, которую преподносила кадыровцев как истинных чеченцев, которых Россия убила более 250 тысяч. Они вот ломанулись еще теперь, благодарны России, убивать украинцев. Вот этот один человек, Иса Мунаев, просто уничтожил это все своим появлением просто в Украине. Наш последний генерал, который, к сожалению, погиб в Украине. Спасибо, Адил, спасибо. Это азербайджанец, Баку, Адил. Алла, Азербайджан. Слава азербайджанскому народу. Спасибо, дорогие азербайджанские братья и сестры, за то, что вы есть. Вы очень хорошие люди, я вам скажу. Наконец-то Южный Азербайджан будет свободным, иншаллах. Иншаллах, иншаллах.
Джохар Дудаев видел слабость империи и передал эту мудрость всем, кто ее искал. Для меня он титан, тот, кто держит небо надо мной. Да, Джохар, конечно, был очень информированным и очень умным человеком. Спасибо вам, Дмитрий, за такие теплые слова в отношении нашего лидера и президента, которого убила империя, но которого до сих пор эта империя боится. И я считаю себя его последователем. Я всегда его уважал и никогда не поддавался на пропаганду против него, которая нам вливалась. И не смогли они его победить. Его дело, дело чеченского народа живо, и в том числе в лице меня оно живо. Поэтому можно убивать сколько угодно, можно жестокость проявлять, можно оккупировать страну, можно проводить пропаганду, свою вот эту бесовскую пропаганду, жесточайшую пропаганду. И все равно нельзя победить свободных людей. Никогда вы нас не победите. Никогда. Даже если вы всех убьете, идею вы не победите. Фашня руснявая. Никогда. А мы придем за вами. За то, что вы с нами сделали, русня. За все убийства, за все преступления, которые вы совершили против нашего народа. Вам придется отвечать. Против наших народов. Теперь нашей команде очень много уже собралось, которые хотели бы справедливости. Взаимно, взаимно, Бавонятка. Всего самого хорошего, друзья. Слава Украине, God bless America. Все будет Ичкерия, Ам Израиль Хай. Живе Беларусь, Вива Грузия, Аллах, Казахстан, Азербайджан и все остальные. Всего хорошего, друзья. Адикюэль Маш Оль. До свидания.